Теперь вы все-таки знаете, что большая часть населения, почему я говорю большая, потому что когда в 2019 году Александр Анклав поддержал Аршуда, которого выдвигал, сам вместе с ним в команде, как и баннеры висели в секунде, он набрал 19% голосов. То есть его электорат, можно сказать, 19%. Это большое количество людей, немало, которые поддерживают, и люди имеют это право, мы никого не лишаем права поддерживать того или иного человека. Но остальное большинство фактически не поддерживает. И фактически для меня лично и для большинства населения Абхазии Александр Анклав является антигероем. И награждать человека с такой репутацией ордена Махизабша — это нивелировать саму награду. Нам судья так говорит, что это к нам не относится. Слушайте, если по этому заявлению нас вызывают и допрашивают, и хотят возбудить уголовное дело, и мы подаем в это время в суд на указ, как это к нам, как общественной организации, не относится. Мы в Аруа как раз занимаемся тем, что стоим на охране за народ. Мы находимся в гуще всех политических событий. Мы входили там раньше когда-то и в комиссии по наградам. И мы обсуждали, кого награждать, потому что на этом воспитываются подрастающее поколение. А мы занимаемся патриотическим воспитанием подрастающего поколения. У нас завтра кассационной инстанции Верховного суда рассмотрение вопроса о том, чтобы мы обжаловали решение судьи Тарба, которая по существу отказала нам в рассмотрении нашей жалобы. Смысл нашей жалобы заключался в том, что мы считаем указ президента Бзани о награждении Александра Анклава не соответствующий закону о государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия, а также большие моральные издержки имеет. В своем заявлении мы обосновали от 27 декабря прошлого года, что мы имели в виду. Естественно, ни к фамилии Жанне, ни к фамилии однофамильцам Анклава это не относится. Мы к ним с уважением, как они также относились с уважением к фамилии Хаджиба, но в свое время вели политическую борьбу. Это вообще разные вещи. А я хочу сказать о том, что Аруа за 15 лет своей деятельности, я с первых дней нахожусь в Высшем Совете бессменно, никогда не обращалась в суд. Это было первое обращение в суд общественной организации. Не было такого. Мы как-то старались решать другими путями свои вопросы. Кто-то скажет, молодцы, это цивилизованный подход обращения в суд, кто-то скажет, еще по-другому, это уже мнение людей. Но почему мы обратились в суд? Мы и сейчас не собирались обращаться. Но когда после нашего заявления в прокуратуру позвонили, им хватает это в устной форме сделать, а не даже в письменной. В устной форме пожаловали, что оскорблены честь и достоинство премьер-министра, и просим вас рассмотреть это наше заявление на вопрос возбуждения уголовного дела по отношению к Аруа и к председателю, секретарю организации, руководству Аруа. Нас вызвали, вначале следователь Агров, они все уважительно к нам относились, у нас к ним нет вопросов, они выполняют то, что им прокуратура поручила. Нас вызвали и начали допрашивать, по существу дела. Мы на первой нашей встрече отказались от дачи показания и сказали почему. Потому что мы в свое время обращались. Всем известно, что в 1994 году против Александра Анклава было возбуждено уголовное дело по факту передачи оружия 18 августа
СКБ, тогда КГБ Абхазии, который возглавлял Фандил Йосиляни, фактически игнорируя преступление Владислава Арцинга, который сказал о том, что необходимо создать 5 батальонов для сопротивления, Александр Анклав своим решением передал оружие фактически грузинской стороне. Учитывая, что каждая цена патрона, автомата, пистолета в начале войны была огромной, вы все это знаете, люди свои последние меняли на оружие, и машины, и золото, и все, он принял такое решение. Об этом, между прочим, стало известно после войны, когда обратился в прокуратуру подполковник Адлиба, Царство Небесное уже нет в живых, недавно ушел из жизни. Вот. И на основании его обращения проводилось следственное мероприятие, было возбуждено уголовное дело. Мы считаем, что акт Запша можно, да еще первой степени, давать людям с безупречной биографией. И слышали шурфа, брцкал и пулх. Так вот давать на дни рождения, сохраняя советские какие-то там к дню рождения, помните, смеялись у Брежнева, там 5-я звезда, его щекочет, мол, на каждому юбилею там награды давать. Это потом это такая нехорошая традиция, которая перешла с советского времени. Если человек достоин, зачем 70-летие ждать? Надо было дать еще раньше. Может, он не дожил бы до 70-летия. Уходит так, да? А если дожил, ему дали там. Вот к чему я говорю все это, что против нас начали вот следствие, орган дознания МВД. Мы сказали, где уголовное дело. О том, что это уголовное дело, фактическим свидетельством мы привели книгу Владислава Григорьевича Арцинга, его мемуары, где прямо написан номер дела, кто обратился, выдержки прямо взят. Более того, мы поработали в Национальной библиотеке, нашли газету «Республика Абхазия» за 2003 год, в котором были в свое время опубликованы некоторые сведения, открытки этого уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Александра Анклава. Нашли публикации Раисы Амичева, там и моя публикация была 2003 года. Вот единственное, не нашли его ответ, где он мне лично отвечал. У нас была полемика в 2003 году в газете «Возрождение», где он говорил о том, что он никогда не преследовал Аслана Зандария, не преследовал никого, не разоружал. А мы обвиняли его еще в этом, что он занимался разоружением гвардии сразу перед войной. И никого он не разоружал и так далее. И так интересно вышло, я тогда даже не знал, что Раиса Амичева, заслуженная учительница Абхазской ССР, еще живая, мать Аслана Зандария. И вдруг она написала, у нее статья есть такая: «Мы знаем настоящих лидеров иезуитов», где она фактически говорит, что Александр Анклав приезжал лично и угрожал в дом с сотрудниками СКБ, говорил, чтобы ее сыновья сдали оружие, когда они не подчинились приказу разоружиться. И все, что это ложь было, ну, тогда, знаете, предвыборная трескотня, 2003 год, если кто помнит, шум, люди не обратили особого внимания на это все. Но когда говорят, правда долго пробирает себе дорогу, ну, когда-то должна пробраться. И вот когда вот дело дознания начало свою работу, мы приняли решение: слушайте, ну сколько можно над нами издеваться? Мы сделали заявление, даже они не вспоминать уже не хотят, что такое было. Они хотят сказать, что этого тоже не было. Потому что уголовное дело на сегодняшний день исчезло. Тогда мы обратились к генеральному прокурору. Ответ дала прокуратура. Вот этот ответ мы вам потом покажем. Где нам говорят, мы сказали, дайте нам ответ, где есть это уголовное дело, и мы придем здесь и дадим показания. Такая просьба была и в 2016 году, когда Александр Анклав вернулся в Абхазию баллотироваться. Тогда вот
у памятника на Гумистинском мосту собрались, Рафик Ампар зачитывал резолюцию собравшихся, и там также обратились, где уголовное дело. И вот, устно нам говорили, уголовного дела как бы нету, не знаем, где находится. В конце концов, мы направили официальный запрос в Генеральную прокуратуру, и мы получили вот такой ответ. На ваше обращение от 19.01.2023 года направлено на имя Генерального прокурора Государственного совета юстиции Агрба АН было переслано в военную прокуратуру Абхазии для рассмотрения. Проведенной военной прокуратурой проверкой было установлено, что 25 апреля 1994 года Следственным управлением прокуратуры было возбуждено уголовное дело номер 394-806/866. То есть факт, подтверждающий, что такое дело на самом деле было, установлен. Часть 1 статьи 186 в старой редакции по факту злоупотреблению властью и служебным положением со стороны бывшего руководства МВД Абхазии. Слово Анклав здесь не смогли написать, понятно, имеется в виду Александр Анклав, связанное с необеспечением вывоза огнестрельного оружия, хранившегося в МВД, и сдачи его в КГБ Абхазии в период с 17 по 18 августа 1992 года перед оккупацией Сухуми войсками Госсовета Грузии. В результате проведенного расследования 26 июня 1994 года начальником Следственного управления прокуратуры ИА на тот период Колбая БА, Беслан Колбая, Царство Небесное, данное уголовное дело было прекращено производством по статье 5 Уголовного кодекса Республики Абхазия в старой редакции. Но 3 сентября 1996 года по уголовному делу 394-866 пересланному в военную прокуратуру Республики Абхазия следователем указанного органа производства по делу было возобновлено. По данному уголовному делу были произведены ряд следственных действий, в том числе допросы в качестве свидетелей, сотрудников ВД Нармания, Адлиба, Кобахи, а также представителей руководства страны Озган. Кроме того, к делу был приобщен протокол допроса Анклава Александра Золотинского, полученный от Генеральной прокуратуры Республики Абхазия. На тот период возглавлял Джевгения. 25 октября 1996 года следователем военной прокуратуры Республики Абхазия производству по делу было приостановлено по статье 196 пункт 1. То есть, оказывается, дело, хотя его и нету, фактически, но по имеющему, она даже не закрыта. Она всего лишь приостановлена. Мы имеем человека на должности президента, на должности премьер-министра, депутата парламента, против которого приостановлен. Когда мы зашли в историю вопроса, начали изучать, вот такие интересные факты у нас выходят. Примерно в 1998-1999 году уголовное дело 394-806 забрал к себе военный прокурор Республики Абхазия Начальник Владимир Минович. С указанного периода данное уголовное дело не возвращалось ни в канцелярию, ни к кому-либо исследователю военной прокуратуры. Записи официальной передачи указанного уголовного дела в другие органы, а также копии каких-либо документов, протоколов, писем, запросов военной прокуратуры отсутствуют. В ходе проверки было получено объяснение от бывшего следователя военной прокуратуры Республики Абхазия, расследовавшего на определенном этапе этого дела, который пояснил, что подробности уголовного дела, в том числе и содержание показаний допрошенных им по делу лиц, за давностью уже не помнит. Вообще, в соответствии, если дело пропадает в прокуратуре, в соответствии с законом, они должны принять меры по его восстановлению. Но восстанавливать уголовное дело они обязаны. Конечно, сейчас это трудно, очень многих фигурантов уже нет в живых, и
но это ничего не меняет. Есть и фигурант Александр Ампав, есть и другие. Как бы. Прокурор, закон их обязывает восстановить это дело. Теперь вы все-таки знаете, что большая часть населения, почему я говорю большая, потому что когда в 2019 году Александр Ампав поддержал Аршида, которого выдвигал, ну, сам вместе с ним в команде, как бы, и баннеры висели в секунде, он набрал 19% голосов. То есть его электорат, можно сказать, 19%. Это большое количество людей, немало, которые поддерживают, и люди имеют это право, мы никого не лишаем права поддерживать того или иного человека. Но остальное большинство фактически не поддерживает. И фактически для меня лично и для большинства населения Абхазии Александр Ампав является антигероем. И награждать человека с такой репутацией орденом Ахи-за-Пша, это нивелировать саму награду. Нам судья так говорит, что это к нам не относится. Слушайте, если по этому заявлению нас вызывают и допрашивают, и хотят возбудить уголовное дело, и мы подаем в это время в суд на указ, как это к нам, как общественной организации, не относится. Мы в Арла как раз занимаемся тем, что стоим на охране за народа. Мы находимся в гуще всех политических событий. Мы входили там раньше когда-то и в комиссии по наградам. И мы обсуждали, кого награждать, потому что на этом воспитываются подрастающее поколение. А мы занимаемся патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Ну, что значит не затронуты права? Мы общественная организация, которая к нам все эти награды, которые даются людям заслуженно или незаслуженно, наше общественное мнение, я еще раз говорил, уже и говорю, следим за этим, следим за то, чтобы морально-нравственные ориентиры общества были соответствующие тому, что победили в этой войне и что нам принесла эта свобода. Мы выступаем против торговли с Грузией, потому что мы считаем, что это подтачивает морально-нравственные ориентиры. Если кому-то вы разрешили сегодня торговать, завозить товары из Грузии, зачем вам вообще эти пропуска из КГБ? Отмените. Отмените. Если вы торгуете, почему другой человек не может поехать на свадьбу, или просто прогуляться по Батуму, или там в Боржоме воду выпить? Отмените все эти пропуска, слушайте. Государство, которое начало завозить импорт грузинских товаров на свою территорию и тем самым поддерживает грузинского фермера, покупая у него саженцы, или тех, кто торгует автомобили, наполняет бюджет Грузии. Нам говорят, а вы не помните во времена Владислава Арзенба, там бензин там уходил в годы блокады? Да, мы прекрасно помним. Я им говорю, если вы мужчины, сделайте то, что было при Владиславе Арзенбе. Я вам слова не скажу. Повезите хотя бы одну машину 20 тонн бензина, продайте на грузинской стороне. Фактически Владислав Арзенбе через тогдашнюю контрабанду занимался подрывом экономики Грузии. Вражеская страна была. Все методы были хороши. Подрывом экономики Грузии занимался. Когда теннисная масса заходила сюда, а товар, который уходил в Грузию. Сами сделайте то же самое. Но грузины уже свой интерес давно поняли. Это лавочка прикрыта. Ты ничего не повезешь, ни бензин, ни сигареты. Ничего тебе не дадут завезти, чтобы ты наполнял свой бюджет. Что касается теперь... Да, к теме вернемся, к этой теме. Теперь, что касается завтра. Завтра мы просим вас всех прийти в суд, где будет наша... Мы обратились, у нас адвокат Нонна Владимировна Смыр, опытный человек. Будет рассматриваться наша жалоба на предмет, разрешит ли нам суд рассмотреть по существу дело об указе президента о награждении Ахи-за-Пша первой степени Александра Ампава. Я надеюсь, это будет нонсенс, если кассационная служба суда откажет нам в нашей просьбе, потому что, я уже приводил аргумент, по тому же делу
нас вызывают дознаватель. Хочу сказать, что отдел дознания в один момент прекратил дело. У нас есть постановление по Тимуру Лёсковичу и по мне, то есть по Орла, что и вызнать постановление, что не усматривается ни клевета, ни оскорбление. Но позавчера буквально прокуратура это постановление отдела дознания отменила. И заново начато расследование против нас и против меня, Тимура Гуля и Высшего Совета Орла. Мы пойдем, конечно, уже, потому что мы дадим показания, потому что наша главная просьба, я хочу, между прочим, сказать благодарность прокуратуре, которая вот это вот письмо о том, что на самом деле уголовное дело такое существовало, оно было в производстве, они нам предоставили. Это говорит о том, что в прокуратуре и в ВН есть еще честные люди, которые не могут просто вот так выставить обманщиком Владислава Арцинба, который в своей книге указал это все. Потому что другой ответ говорил бы, что Владислав Арцинба соврал в своей книге. Понимаете? А что это значит? Какую это моральную несет, вы представляете, нагрузку, да? Если мы говорим, что национальный лидер Абхазии там врал в своей книге. Слава Богу, прокуратура своим ответом подтвердила, что такое уголовное было дело. Да, но его сегодня нету. Они, наверное, его ищут. Мы говорили, давайте искать все вместе. И вот, если они его не найдут, они должны будут как бы его восстанавливать. Вот такая у нас работа была за эти все месяцы. С 27 декабря мы неустало работаем и дошли до Кассационного суда. Вот там, где уголовное дело в первый раз приостановлено, или как там было в первый раз, вот эти статьи вы можете расшифровать, в связи с чем? В 96-м году, когда последний раз оно было приостановлено, это что за статья? О чем она говорит? В связи с чем дело было приостановлено? Есть понимание? Мы в этом еще должны разобраться, но факт в том, что в связи с чем бы не было оно остановлено, оно было возобновлено. Да, а потом опять приостановлено, оно было вначале вообще прекращено. Так. Прекращено. В связи с чем тоже непонятно. В связи с чем, но прокуратура, она уже не имеет особого значения, потому что прокуратура, она взяла и отменила это решение в 96 году и возобновила уголовное дело. А вот второй раз, когда оно уже было, оно было не прекращено, а приостановлено. Если было бы прекращено, сказали бы, да, оно как бы имеет там историческую ценность, вообще любое дело должно быть в прокуратуре, да, оно бы имело бы моральную сторону, да, награждая человека, чтобы было против него возбуждено уголовное дело. А тут говорит о том, что оно вообще даже не прекращено, оно приостановлено. Приостановлено может быть в связи с тем, что, например, вот дело о Зурабе Ачбе, мы также интересуемся этим, мы отдельно там пресс-конференцию проведем, также было приостановлено, не прекращено, в связи с тем, что в розыске находится главный подозреваемый, который совершил убийство. И там интересный материал дела мы тоже вот нашли. В 2014 году оно, оказывается, было возобновлено дело по убийству Зураба Ачба. И вот в розыске до сих пор находится, наверное, ждут, когда умрет тот фигурант, который это сделал. Но по всему видно, что это нити тянутся в Грузию, потому что совершил убийство грузин, приехал, мы хотим установить откуда суда для совершения убийства. Там некоторые фильмы снимают о том, что с намеками на политическое руководство Абхазии. Политическое руководство Абхазии кого-то в те времена там приглашать, чтобы совершить убийство, не надо было, если даже она хотела это сделать.
Можно еще вопрос? Вот вы, значит, обращались в Сухумский городской суд, я правильно поняла? Первый инстанс? Нет, вы сразу в Верховный суд обратились. Судья Тарба вам отказал, и теперь вы обжалуете это в кассационной коллегии судей. Там были еще, я вам скажу, у нас был между ними срок еще один суд, когда по вине курьера были сроки обжалования пропущены, и судья Тарба, к ее чести, она восстановила сроки обжалования, потому что нам не доставили, здесь где-то оставили письмо или не нашли Тимура Лёшка, хотя там телефон указан, нас найти не так сложно и так далее. Вот. А на этом суде представитель президента, заинтересованного лица и премьер-министра не явились, никого там не было. Но восстановили, они признали ошибку, восстановили сроки обжалования и, получив решение суда, мы обжаловали его. Такой правовой вопрос. Закон позволяет общественной организации подавать исковые, судиться фактически по поводу указа, фактически с президентом? Понимаете, как частная жалоба была подана с нашей стороны. Мы То есть такое предусматривает? Да, ту форму, которая предусматривает принятие этого. Я думаю, завтра на суде будет очень интересно. Процесс открытый будет? Да, открытый процесс, не запрещено, чтобы туда пришли журналисты. Очень вас всех просим прийти и осветить это мероприятие, очень интересно. Закон о наградах и почетных званиях, государственных наградах и почетных званиях, относится положение акций в США. Я не юрист, но я посмотрел, что положение не соответствует вообще закону. Мне такое впечатление вкладывается, что у нас вообще кто-то сидит потом в администрации президента лет 20, и который пишет вот специально какие-то вещи, чтобы нас, наше государство, понимаете, на посмешище выставить. В чем несоответствие? Ну, например, в законе говорится о том, что награждаются орденом США люди, принявшие решения, которые коренным образом повлияли на судьбу народа и государства. Никаких решений, которые принял Александр Анклав, что коренным образом повлиял на судьбу народа и государства, мы не знаем. Ну, хотя бы со знаком плюс точно не знаем. Не знаем, я пусть назовут. Они же не конкретизируют в своем указе. Понимаете? Они за общее, понимаете, там, да, и тогда его в третьей степени, в третьей степени за общественную деятельность там, и так далее. Не конкретизирует, это раз. Второе, что стало известно, Государственная комиссия по наградам оказывается только для военных рассматриваний. Хотя это Государственная комиссия по наградам при президенте. Ни разу ни одно награждение гражданского лица эта комиссия не рассматривает. Она должна это рассматривать. Она просто не рассматривает. Скажите, а были ли еще награжденные, которые... Ну, решили наградить. Вот вчера кто-то зашел к президенту и сказал: слушай, у него 70 лет, давайте мы ему завтра наградим. Да что сейчас мы ему понесем? У него все есть. Вот акция США нету. Давайте дадим первенство. Хорошо, хорошее настроение было, дадим акцию США, он же экс-президент и так далее. Тогда у нас все экс-президенты там не соответствуют, понимаете? Потом там идут иностранные граждане. Все, это в законе. А в положении акций США там расписано, что, например, работники искусства, ученые, которые совершили, а этого в законе нет. Там нету закона. Это только иностранных граждан, что касается, есть там пункт. Но кто-то взял положение, сделал другое. Так я думаю, я, может, ошибаюсь, я не юрист, что такие суждения, посмотрите вы. Но то, что вот это в комиссии никто не рассматривал, я выходил на одного из членов комиссии, я говорил: слушай, вы рассматривали вообще вот награду Ахзабша на комиссии? Он говорит: нет. Мы, говорит, только военных рассматриваем, а вы же, это же государственная комиссия по наградам, да, да, вы же должны все награды, да. Говорит, нам не дают, говорит, это, и сами, говорит, принимают. А за какие заслуги? А вы помните, когда Лукаво помилование комиссии, нет, президент по закону имеет право без комиссии. Единолично. Да, он там не нарушил закон.
Так же, как и Хаджиба в свое время не нарушил закон, когда лукаво миловал, потому что это не обязательно. Только Конституция отсылает в комиссию любое только по гражданству. Вот по гражданству президент без комиссии по гражданству не имеет права рассматривать. Потому что в Конституции прямо указано, что через гражданство, через комиссию по гражданству. Остальные это вспомогательные вещи. Но вы помните, сколько шума было сделано, что через комиссию по помилованию не прошла вот это вот лукавовское дело. Сколько шума было из-за него. А сегодня это награждение тоже не прошло через комиссию по наградам при президенте. Тогда зачем они комиссии делают? Только для военных? Есть ли еще какие-нибудь кавалеры Ахтзапша, которые у вас вызывают сомнения в их... Ну, есть еще один человек, но я не хотел бы сейчас об этом говорить, а так в основном все остальные 31, я думаю, что заслуживают. Николай Бацков? Нет, Николай Бацков акт первой степени не имеет. Мы говорим за акт первой степени.